В следующем году республика продолжит субсидировать авиарейсы, популярные у жителей Коми. В бюджете региона заложены средства на организацию воздушных перевозок Санкт-Петербург, Казань, Архангельск и Екатеринбург. Об этом в ходе прямой линии заявил Владимир Уйба, отвечая на вопрос телезрителя. Руководитель республики пояснил, в перечень субсидируемых маршрутов рейсы можно включить только при условии софинансирования из регионального бюджета. Субсидия на организацию маршрутов, вот я сказал, Санкт-Петербург, Архангельск, Казань и Екатеринбург, вот на 4, это порядка 80 миллионов федеральный бюджет и порядка где-то 40 миллионов это бюджет республиканский. То есть мы, когда заявляемся, мы можем заявиться, условно говоря, на 10 рейсов, да? Тогда это будет не 40 миллионов, да? А там порядка где-то 100. Поэтому вот мы должны понимать, и вы, уважаемые жители республики, должны понять, что это опять же из нашего с вами кармана. В ходе прямой линии глава Коми ответил на вопросы о реализации молодежной политики в регионе. Как отметила депутат Госсовета Коми Елена Иванова, в республике ждут года молодежи и создания комитета по молодежной политике. У нас талантливая, замечательная молодежь, которая сегодня творит уникальные проекты, которая занимается сегодня волонтерством. И республика впервые за последнее время выиграла многомиллионный грант, который будет как раз направлен на реализацию всех молодежных проектов и мероприятий, которые сегодня ждет молодежь нашего региона. Я уверена, что не только в 2023 году эти проекты будут реализованы. Потенциал и условия сегодня созданы. И мы очень надеемся, что у нашей молодежи большое будущее. Отметили парламентарии региона и позицию главы Коми по подготовке специалистов для речного флота региона. На прямой линии Владимир Уйба рассказал, что со следующего года Печорский промышленно-экономический техникум начнет готовить уже за счет средств регионального бюджета студентов по 2 направлениям – судоходство и ремонт судов. Надо будет и нам поработать, депутатам глава уже это четко сказал, что надо предусматривать финансирование, и мы здесь должны будем очень четко поработать. Вот сегодня я встречаюсь со студентами и с работниками ПРУ, и будем это сегодня обсуждать с ними. Как сохранить нам материально-техническую базу, как сохранить студентов, как сохранить преподавательский состав. Если уж федеральный вуз не хочет содержать Печорское речное училище, то тогда республике Коми придется взять дополнительную нагрузку, но это важно для того, чтобы нам развивать речной флот. Глава Коми на прямой линии рассказал, что вместо сотни поставщиков медпрепараты для льготников в регион теперь закупает одно предприятие – государственные аптеки Коми. Как отметил парламентарий Андрей Климушев, решение многолетней проблемы не далось просто. Этому предшествовала длительная работа, в том числе в Госсовете. Поначалу у законопроекта были противники. Например, представители УФАС заявляли о несоответствии предложенной схемы требованиям о конкуренции. Я считаю, что в данном случае Гордиев узел, так его назовем, разрубил как раз наш глава Владимир Викторович, когда он принял решение, взяв на себя ответственность, чтобы наделить правом единственного поставщика лекарственных препаратов именно госаптеки. И сейчас мы ушли от многолетней проблемы обеспечения льготной категории граждан лекарствами. То есть, вы знаете, было 30 тысяч отсроченных рецептов, сейчас у нас осталось уже, по-моему, чуть больше сотни. Кроме того, парламентарии Коми отметили особое внимание со стороны главы региона к участникам специальной военной операции и их семьям, а также усиление мер соцподдержки для нуждающихся в помощи жителей Коми в это непростое время.